член Палаты представителей Крис Смит, председатель исполнительного комитета Конгресса Китая, направил письмо коммунистическому диктатору Си Цзиньпину с официальной просьбой о выдаче визы для посещения оккупированного Восточного Туркестана. Восточный Туркестан, официально уйгурская автономная область под властью коммунистической партии, является домом для подавляющего большинства этнического уйгурского населения мира и тюркских народов с мусульманским большинством, таких как казахи, кыргызы, татары. Обширные доказательства, задокументированные на протяжении многих лет свободными правительствами, журналистами и правозащитниками, показали, что Си Цзиньпин, по крайней мере с 2017 года, начал проводить политику геноцида по истреблению коренных народов и замене их этническим ханьским народом. Всемирный уйгурский конгресс, уйгурское движение и Центр уйгурских исследований рассказали о геноциде уйгуров со стороны Китая в Германии и Нидерландах. Международная церемония фильмов о правах человека была организована Международной организацией по правам человека 30 июня в Денхаге, Нидерланды. На встрече также присутствовали президент Всемирного уйгурского конгресса Долкун Иса, программный директор Зумратай Эркин и Кальбинур Сиддык, один из свидетелей концентрационных лагерей в Нидерландах. Китай ограничил экспорт металлов галлия и германия, используемых для производства чипов и электроники, сославшись на национальную безопасность и защиту интересов. Ограничение требует согласования с соответствующими органами перед экспортами галлия и германия. Ограничение будет действовать с 1 августа. На долю Китая, крупнейшего производителя этих двух элементов, приходится 95% мирового производства галлия и 67% производства германия. Вьетнам запретил прокат фильма «Барби» в стране на том основании, что на видео демонстрируется карта 9-пунктирной линии, используемой правительством Пекина для утверждения Южно-Китайского моря. Ван И, директор Офиса Центральной комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая, обвинил США в повышении напряженности между Японией, Южной Кореей и Китаем, предупредив две страны об их отношениях с Вашингтоном. Ван выступил на трехстороннем форуме между Китаем, Японией и Южной Кореей в городе Циндао. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации в Украине. Шольц подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе при ведении войны в тесном сотрудничестве с европейскими и международными партнерами.